4 дня на устранение последствий наводнения. Юнусбек Евкуров побывал в Икажево, пострадавшим от стихии. На краю обрыва жители Троицкого просят укрепить берег, пока не поздно. Частные дома могут оказаться под угрозой. И новости из Китая. Хусен Халмурзаев стал победителем этапа Гран-при по дзюдо. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24», в студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. Сразу по возвращении в республику после рабочей поездки в Москву глава региона посетил село Икажево, которое пострадало от разрушительного наводнения. Юнусбек Евкуров пообщался с местными жителями и ознакомился с ходом работ по устранению последствий стихии. После руководитель субъекта вместе с главами всех городов, районов и членами специальной комиссии провел заседание оперативного штаба. Подробности у Индиры Манкиевой. Глава региона сразу же начинает обход домов. Общаясь с жителями населенного пункта, Евкуров отмечает, что это общая беда, и в ликвидации последствий стихии должны участвовать все. На один из главных вопросов пострадавших от сильных дождей глава пообещал, что ни одна семья не останется без поддержки. Власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. Трижды контролируешь, два часа каждый. Я спорный вопрос. Отдельная комиссия танкера. Что опять хады. В том числе по предыдущему комиссии, Богом бивей, в Москве ашадалось. В Москве ашадалось опять хажды. Шугар дизель молодая, цан хайкима. Ал ери жбача, хайким жбача, шугар ашдирыш. Акан як илажу посредник жбы. Аткон ашвал охчак ваку халяж. Сансега ваш ашдал дизель, шон тадуады, душон дуагат. По предварительным данным, в результате стихии пострадало более 70 домовладений. Сегодня каждая семья занята тем, что выносит весь мусор и грязь, собравшиеся в их дворах. В некоторых случаях подвалы до сих пор стоят затопленные. Но главное во всей этой ситуации то, что жители улицы помогают друг другу. Именно причин причин. Ох, перская надо опять до большая вода пойдет. Причин халагист с причин мочардо асхи. Она совещание жважа ютуб баркусун цетвян. Ходят экшен делаешь. Он хетер цада. Лакки калки. Дорожники шесть хамидер чанди. Вон уходим на барбичу царши геодези атири. Варм атири. Хажи. Уходит некой хай бой. Он колха погодит через 100 метров. Или уходит агал бухты. Дальше погодит. Они исходя из этого делают. Жители улицы все как один сетуют, что подобная ситуация здесь складывается не впервые. Вся проблема в том, что дорога во время ремонтных работ поднялась на несколько уровней. Для того, чтобы избежать повторных случаев наводнения, необходимо срочно предпринимать меры. Я работаю, что мы по 40 сантиметров, 50 сантиметров. Хождение, мотик, лоха хаджари. Да, мотик из лохая, течет где-то 35-40 сантиметров. В помещении, да, окна, бишабад, в помещении, навес, кухня, это течет. Есть, яндер. Подвал, шум, кажется, сделать, зацепить, откачать, авиахат, вахты. То баргой полосится, темнушка. Уже с 2000 года, уже 3-4 раз поток Кир. Уже все пострадали от Оханс. Конкретно все пострадали. И кухни, и мухни. Далее, после обхода домов, Юнусбек Евкуров провел заседание, в котором принимали участие руководители всех городов и районов и специальная ведомственная комиссия. Ее представители доложили главе субъекта о том, на какой стадии находится работа по ликвидации последствий ливневых дождей. 27 домов на сегодня полностью освобождены от воды. Компетентные органы власти задействовали всю необходимую технику и силу. В результате пострадал один человек, который ухаживает таким. Пострадавший с открытым переломом правого голени доставлен в РКБ Назар, госпитализирован в травматологическое отделение. Произошло отключение электроснабжения по улице Декова. В 20:00 электроснабжение восстановлено в полном объеме по штатной системе.
Поврежден газопровод среднего давления. С 18:00 до 23:30 проводились работы 29 июня по откачке воды из домовладений объектов силы Главного управления МЧС, ГКУ, администрации Нагорного района и города Назань. Заслушав доклад, Евкуров поручил в кратчайшие сроки устранить последствия наводнения. Глава дал ровно 4 дня для того, чтобы убрать со дворов и улиц всю грязь и возобновить бесперебойную подачу всех коммунальных услуг. А вы там, надеюсь, что там местные жители сами подберут. Ну, они будут делать в течение месяца, 2 месяца будут делать. Это второе, надо определить, вот как там на улице, взять свои машины, куда вот эту всю грязь, там все это загружает. Да, вот это все они тоже понимают. Потому что 4 дня срок, каждый, вот, они берут там по улице, понятно, все параллельно работают, чищают, умывают там, кроме асфальта. Но чистить домов все вычистить, навести в домах, помочь жителям, помочь подвалов, там, кому нужна помощь, кто там не хочет там, себе выпускать, это уже его дело. Вот помочь жильцам, там, да, нужно делать. Также Юнусбек Евкуров дал поручение не позднее 6 июля выплатить положенную компенсацию всем жителям, чьи домовладения пострадали от наводнения. Это 75 тысяч рублей на дом. Глава региона также призвал местную власть донести до населения все нюансы этого процесса, объяснить, какие документы и куда подавать. На моем уровне в четверг, где-то 18 часов, мне там доклад полностью по выплате. Лещенко говорит, что глава района и глава села держит на контроле, чтобы каждый получил, естественно, заложил план, что они деньги получили на счет по 75 тысяч рублей. Понятно? Посмотрите, чтобы там не было там, вот таких ситуаций, которые в других регионах. Я предупреждаю по этому поводу. Ни одна служба за оформление того или того, там, ущерба за справку не требует денег. Все бесплатно для населения. Все понятно? В кратчайшие сроки выявить причины, отремонтировать мосты и восстановить дороги. Кстати, с дорогами придется немного подождать, потому как здесь необходимо проделать колоссальную работу по прокладке ливневых стоков, чтобы вода больше так не накапливалась. Также главой дано жесткое указание всем службам каждый день приступать к работе по устранению последствий стихии с 8 часов утра. Индира Манкиева, Султан Булгучев, Новости 24. А тем временем число регионов, пострадавших от непогоды, растет. Ливни со шквалистым ветром обрушились на Алтайский край. Сильнее всего досталось Барнаулу и Новоалтайску. Повалены деревья, сорваны крыши. С места дворы залило так, что жители решили устроить заплыв прямо под окнами своего дома. Из-за дождей режим ЧС объявлен в 3 районах Новгородской области. Там размыты дороги. В воде 4 десятка жилых домов. Около 1000 жителей оказались отрезанными от райцентров. Между тем в Центральном и Приволжском округах улучшения погоды ждать не приходится. Там опять гроза и сильный ветер. Подразделения МЧС приведены в повышенную готовность. Пока регионы России находятся в власти стихии, жители некоторых стран спасаются от жары. Как передает Первый канал, в Болгарии страдают от аномальной жары. Столбики термометров достигают отметки в 44 градуса. В Софии из-за высоких температур погибли 5 человек. Около 200 обратились за медицинской помощью. В стране объявлен критический уровень погодной опасности. Еще хуже в Греции. Там жара поставила европейский температурный рекорд. На острове Крит воздух прогрелся до 46 градусов. Десятки человек были госпитализированы с симптомами теплового удара. Зной и в Румынии плюс 42. В ряде городов открыты пункты первой помощи и снабжения питьевой водой. На дорогах запрещено движение тяжелого транспорта из-за плавящегося асфальта. В некоторых местах на уровне почвы температура и вовсе достигает 50 градусов. На краю обрыва жители Троицкого бьют тревогу. Они просят укрепить берег, от которого после очередных паводков, возможно, ничего не останется. Из-за подмыва берега люди уже потеряли большой участок земли. Теперь угроза надвигается на частные дома. Репортаж Евы Ужаховой. Вот такой душистый урожай сможет собрать семья Абадиевых совсем скоро с дерева, которое было недавно центром их сада. А теперь оно находится прямо на краю обрыва. С каждым паводком река все больше подмывает берег. И буквально через пару лет такими темпами она доберется и до дома. Территория сада в 12 соток сокращается с каждым днем. Акации и другие растения, посаженные для укрепления почвы, давно канули в реку, как и ежегодно возводившийся забор. Вот эта калитка старая, у нас то, что у нас есть, то есть между огородами она стояла на земле. И еще за ней было метров 5-6 земли, соответственно. Но сейчас она висит над берегом, и мы делать нечего, отступили.
сделали новый забор, новую сетку поставили в 2012 году. То есть вот этот фундамент и сетка стояла на земле. Вот. Буквально вот года 4 очень сильная эрозия пошла, и берег начал очень сильно обваливаться, еще больше, то есть по сравнению с тем, что было еще. И вот 2 дня назад, 25 июня, 26 июня, вот сетка новая тоже обвалилась тут. Тимур неоднократно писал письма с просьбой об укреплении берега в региональный комитет экологии и Федеральное агентство водных ресурсов. В ответ они направили обращение в Минприроды России о выделении дополнительного бюджета для берегоукрепительных работ, но лишь в перспективе на 2019 год. От безысходности жители сельского поселения вынуждены были обратиться к полномочному представителю президента России в СКФО Сергею Меликову. Письмо было отправлено за подписью 6 семей, после чего по распоряжению регионального центра была создана комиссия, в состав которой вошли представители водного хозяйства и местной администрации. В мае этого года они выехали на место и составили акт осмотра. Будем делать укрепление, но в данный момент в администрации сельское поселение Троицкое таких возможностей нету. А что делать жителям? Жителям мы будем вверх писать, правительство примет какие-то меры по укреплению берега. Когда? Неизвестно. В итоге, посчитав ситуацию экстренной, глава села в поисках помощи обратился в центральный офис МЧС, но группа до сих пор не среагировала. Звонил МАГАЗ МЧС, чтобы приехали представители МЧС. Они дали номер Слепцовского, Богатурева. И звонить мы не смогли дозвониться до него. В связи с этим нет их представителя МЧС. А до этого, когда поступила жалоба? Ну, приезжают МЧСники, приезжают, смотрят. Здесь были? Здесь в этом месте нет. Почему? В этом месте нет. Наверное, приедут сегодня-завтра. Заявление-то подали 2 дня назад. Во время наводнения в 2002 году воды реки поднялись до самого верха противоположного берега. После этого местным властям был предложен проект о возведении дамбы, но возвели ее лишь с одной стороны реки. А мягкий грунт противоположного берега постепенно смывается водой, и река меняет русло. Местными жителями было предложено выкопать траншею вот здесь, где раньше протекала река, и вернуть ее на прежнее место, дабы спасти свой берег от обвала. На что они получили один ответ – средств нет. И если власти не отнесутся к этой проблеме со всей серьезностью, то герои нашего сюжета совсем скоро буквально окажутся на дне. Ева Ужахова, Адам Далаков, Новости 24. На одной из улиц Назрани развернулись строительные работы. Благоустройство участка предполагалось завершить раньше, но погода внесла свои коррективы в сроки строительных работ. Водители возмущаются, работники дорожной службы просят относиться к этому с пониманием. Репортаж Мины Боковой. Уже больше года каждое утро жители улицы Московская просыпаются под шум строительных работ. Благоустройство одной из центральных улиц Назрани близится к завершению. Осталось отремонтировать порядка 100 метров дорожного полотна. По мнению водителей, реконструкцию дороги можно было завершить гораздо раньше. Они вот неделю работают, месяц не бывает, вот дороги бывают закрыты, не бывает здесь. Подрядчики понимают недовольство жителей, но причина, по которой благоустройство затянулось, веская, вмешалась погода. По словам рабочих, почву для укладки асфальта они готовили 8 раз, но ее приходилось менять из-за частых дождей. После этих дождей, сильных дождей, которые прошли, после этого нам сейчас надо будет вот этот грунт снять опять, влажный, сырой, вот все это убрать, засыпать свежим балластом, укатать ее. И я планирую сегодня завершить это основание и завтра начать ложить асфальт. Несмотря на это, рабочий процесс на участке не утихает. Здесь не просто укладывают асфальт. В течение года строители провели канализацию, газопровод, а также на улице Московская появились бордюры. Ну и самое главное, улицу удалось расширить. На этой улице также решили проблемы с ливневой канализацией. Теперь во время дождя вода будет стекаться в колодцы. Они уже их построили. Вся вода, которая собирается на этой улице с многоквартирных домов выходом на эту улицу, она собирается на перекрестке этой улицы, на первой перекрестке этой улицы и выходит рядом с северным рынком по подземке, по дренажной трубе, как я сказал, на улицу Муталиева. Оттуда на улицу Победа она попадает в дренажную систему и таким образом выходит.
Реконструкция участка на улице Московская проводится в рамках инвестиционной программы. Здесь строятся новые здания. Уже сдан в аренду жилой дом, возведенный по классу А. Ведется озеленение улицы, ну а ремонт дорожного полотна рабочие намерены завершить в течение 2 месяцев, если, конечно, погода позволит. Марина Муталиева, Амина Бокова, Гапурчик, Киев, Новости 24. Важные документы подписал Владимир Путин. В частности, речь идет о законе, определяющем порядок блокировки так называемых зеркал пиратских сайтов. Теперь операторы связи в течение суток после получения соответствующего предписания Роскомнадзора должны ограничить доступ пользователей к копиям интернет-ресурсов, на которых контент размещен с нарушением авторских прав. Согласно другому закону, в России создается реестр коррупционеров. В него войдут чиновники и силовики, попавшиеся на взятках и уволенные в связи с утратой доверия. Сотрудники Пенсионного фонда, Центробанка, госаппарата, а также военные, работники прокуратуры, Следственного комитета и органов внутренних дел, таможни. Подавать сведения должен будет работодатель. Такая норма закрепляется в Трудовом кодексе. Кроме того, президент поставил подпись под документом, предусматривающим внеочередное предоставление в собственность бесплатных земельных участков героям Советского Союза и Российской Федерации, полным кавалерам Ордена Славы. В тексте уточняются и размеры наделов. Не менее 20 соток в черте города и не менее 40 в сельской местности. Законы размещены на официальном интернет-портале правовой информации. 1 000 000 рублей на развитие патриотизма среди молодежи. Миннац объявил республиканский конкурс на предоставление грантов общественным объединениям, которые предложат интересные патриотические проекты. При этом обладателями грантов могут стать сразу несколько организаций. Конкурс приурочен к 25-летию республики. Подробности на официальном сайте министерства. Отчитываются, кому они? Именно Миннацом. Мы контролируем данный проект до конца. И, конечно, если они не исполняют свою работу, деньги перечисляются автоматически, кто выиграл конкурс, на их счет. Если они не выполняют свою работу, конечно, деньги через, отзываются, да? Конечно, через силовые структуры деньги отзываются. На встрече с представителями национальных меньшинств, министерств и ведомств региона Улан Ивлоев также обсудил перспективы развития межнациональных отношений народов России в Ингушетии. Особое внимание уделили гражданским инициативам. Так, на рассмотрение был принят проект создания комитета по противодействию распространению наркотиков. В Ингушетию прибыл известный ученый-богослов Сейф Али Аль-Асри. Он встретился с ингушскими религиозными деятелями и хафизами. Ученый на протяжении 16 лет был муфтием в Дубае, в Ингушетии. С лекцией шейх выступает во 2-й раз. Встречу организовал Центр развития духовной культуры «Нур». Лекция богослова прошла в Пливо, в местном медресе. Все желающие могли задать ученому интересующие их вопросы. حبوش بوجو بيت بقاستا هنزي أشعري عقيدة أزنق يقنق بأس يقنق بأس عامنا برتبة مس بوش ناقش توردش توندش بوش بنق بأس أزنق خوارج ب قاستا قاستا تواب تغنيا ختينش حانو ده تابوس قاش حانو ده اشت كيك بوش بنق نسبة بوش صول صوغة هنز قاستا وزديش خلوش سقيتم مذهب حيجة شو بيها از يقنق حيث نخنيش بنوق بنا نعوبوش خارت إيلاج جواتش طول كيجين إيلاج جواتش قوش بوشان ديش عشان يقر بوش بنق بقزة بريك أمته برت بير. На встрече говорилось о правильном толковании ислама, ценностях религии. Делалось это в целях уберечь молодежь от влияния экстремистов. So die han oos wij merker kegen nach dins buzban bolj disha kegen nach habka khaz die han so lektie na tawhida اشتغل دلار خان die han khazmetig ya khasaga qita tsatve dolj do merk latj do tsats qosmi khaterje tsats vein die han belgul dohaje ist suna bayan de je khazdik majlis khanios خازديك دي هون عقيدة تهاوية يا يا مختصر دي شق دي حقا وهنا دال مغلها إجازة نشتدي خازقول دال خازمتك خلي نيش ستيش استدلال دي هنا موتجي تندوش استدلال تيجر نيس خدوج علم ده عقيدة علم ياره شو عقيدة تهاوية يا هجل علم تاخن شو سيف العصر إذا وين مسلم دي هون حلقة دي حقات أوز تاخدي هنا
زي ولا علم ما زي ولا إمام ما تقاتل زي إسناد دولج زي وقتنا زي ولا زي دي حال ده قاتق دقة هماش دي هنتغن نغايق أوسم الله في الخاطرج نغتقي الخاطرج دقة هماش تو حد يشات دقة هم تو قيتم بم دقة هم تو سمع قو تطورون شكاه يولج باش ونجق صوت غل باش بان تسقيت مش باش بالردق وما تايق تاخ ويمخ سو خاطرج تقول إيغر ديتي باش بولردق از باش خو تان صاون تان بوهم انت باش خو نش حقول لي что бусумна вашку уже лот это бусумна вашку уже даже. Одно из дошкольных образовательных заведений попало в сотню лучших детских садов России. Учреждение функционирует уже 5 лет. За этот небольшой срок руководство детсада добилось многого в обучении и воспитании своих подопечных. Результатом усердного труда стало то, что заведение признано одним из лучших. Слово нашему корреспонденту. До начала конкурса за звание лучшего дошкольного учреждения страны остались считанные дни. За детский сад сельского поселения Барсуки болеет все село. Родители, воспитанники и просто местные жители. Детский сад «Родничок» самый лучший в мире, считает и Газгиреева Фирдоус. Ее 6-летний сын уже уверенный пользователь компьютера. Пользуется интерактивной доской, занимается плаванием. И все это за пару лет обучения. Я за своего ребенка абсолютно спокойна, потому что если он пойдет в школу, он уже знает, как общаться с детьми, как общаться со старшими. Это первое. Второе. Грамматика. Грамматику здесь преподают. Он ходит у меня на хореографию, на вокал. Ну, все программы, все, что можно ребенку дать, здесь есть. Детский сад открыли 5 лет назад. С первых дней он работает в режиме развития и экспериментирования. Воспитанники здесь обучаются по нескольким образовательным стандартам. В зависимости от индивидуальных особенностей ребенка подбирается программа для развития его физических и творческих способностей. Кстати, половина этих стандартов разработана директором сада лично. Также руководителем сада выпускается ежегодный электронный журнал, который уже стал визитной карточкой учреждения и даже пользуется большой популярностью в других регионах. Своим родителям, над чем мы работали в течение года, какими программами, что нам удалось, в каком направлении развит их ребенок. Воспитанники учреждения – победители многих республиканских и международных конкурсов. Что неудивительно, урок вокала здесь ведет член Союза композиторов России Фариза Шадыжева, а грамоту член Союза писателей страны Зарема Кантышева. У меня 3 здесь, старшая девочка выпускница уже, а еще 2 у меня в средней и младшей группе. Выпускница девочка у меня вообще, я удивлена, она у меня побеждала, у нее грамоты, и вокал у нее, и грамматика, и дополнительные занятия. Очень хорошо выступала моя девочка. Конкурсы бывают, мероприятия, и бывает такое, что вот музыкальные конкурсы бывают, и на Ингурском все, вот бывает что тоже конкурсы. Так что все позитив. Как говорится, энергия, дети в этом садике, они зарождаются. В день конкурса преподаватели и родители собрались в родном учреждении. Тем более, что занятия никто не отменял. 5-летняя Лейла уверена, что ее садик самый лучший и уже делает корону, чтобы встретить любимого директора. Рассказывает сказки разные, которые мы еще не знаем. Она учит нас рисовать. В Санкт-Петербурге началась торжественная часть. Из 85 регионов страны были отобраны 100 руководителей дошкольных учреждений. Из южных регионов представлены только 2 садика. Один из Ингушетии, второй из Кабардино-Балкарии. Первый тур – защита докладов, второй – ответы на вопросы жюри. Трансляции конкурса нет в интернете, однако через мобильные приложения родители и воспитанники получают самую свежую информацию. Видео и фотографии, хоть мы не поехали, но мысленно мы поддерживаем Фатиму Руслановну и всем коллективом болеем за нее. Оценивают компетентность руководителей заместитель министра образования России, депутаты Государственной Думы, профессоры и академики. И вот, наконец, часы ожидания превращаются в минуты, уже в секунды. Фатима Русланбековна Катиева. На этом директор садика останавливаться не собирается. Впереди еще много планов на дальнейшее развитие учреждения. Один из них – обмен опытом с Москвой и Екатеринбургом посредством открытых онлайн-уроков. Амина Бокова, Майрбек Миржоев, Новости 24. Брат-близнец олимпийского чемпиона Хасана Хусейн Халмурзаев стал победителем этапа Гран-при по дзюдо. Leg, that support leg there, right the way underneath there. And I said it needed
Соревнования проходили в Китае. Хусейн боролся в весовой категории 90 килограммов. В полуфинале наш спортсмен оказался сильнее своего соотечественника Магомеда Магомедова, завоевавшего бронзовую награду. А в финале Халмурзаев поборол серба Александра Куколя. Я на этом с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Всего доброго.